Доброе утро. Меня зовут Гемединов Марат Исурович, я вам буду показывать открытый урок. Я не помню, это получается где-то было лет 5 или 7 назад. Я показывал открытый урок, Артур Каримович был моим директором. И получается, там очень резко поменяли планы, и я не успевал. И Артур Каримович прям целых 20 минут он мне давал звонок, и получается, я очень не успел открытый урок. Спасибо большое. К чему я это? Техника. Артур Каримович рядом. У меня техника просто такая, появляется синий экран. Мы знаем, что он появляется в самый неудобный момент, и появляется именно в момент, когда мне нужно было. Давайте я поэтому пока компьютер он настроится чуть-чуть, я вам расскажу, про что же этот замечательный открытый урок. Во-первых, в своем открытом уроке я попытался смешать историю Татарстана. Историю Татарстана я сначала чуть-чуть отступление. Если вы видели во время защиты проектов, я рассказывал, что у нас есть инвестиционный кружок, где мы разбираем разные вещи. И там была тема расходы и доходы, и тему я начинал с Уоррена Баффета и, получается, создателя IKEA, Ингвар Кампрат, если не ошибаюсь. И в итоге со временем я почему-то подумал, а почему мы изучаем других, если вот таких же у нас огромное количество. Поэтому здесь в этом уроке я попытался перемешать историю Татарстана, ну и получается, базовый урок получается по направлению инвестиций. Да. Давайте мы начнем. Первый этап полный, без презентации. Давайте, дети. Миллион. Получается, у вас есть $1 000 000. Как бы вы их потратили? Просто-напросто. Что первое в голову приходит, пожалуйста, то и говорите. Просто сразу. $1 000 000. А я Радаль? Недвижимость. Получается, замечательная недвижимость. А я? Купила квартиру. Квартира. Ну, получается, квартира, да. А я? Мухаммад? Открыть бизнес. Бизнес. Хоп. А я? Бизнес по производству чего? Мухаммад? Техника. Техника. А я? Самат? Вкладывать золото. Инвестиции. Золото. А я, Айнур? Машины. Машины. Какая машина, Айнур? Да. Любые. Любые. Дальше. А я, Ислам? Стартап. Ага. Получается $1 000 000. Наш замечательный $1 000 000. На самом деле $1 000 000 это с одной стороны хорошо, но с другой стороны плохо. Давайте мы сейчас с вами поработаем. Вы посмотрите на людей, на которых и свалился $1 000 000. Получается $1 000 000 просто-напросто почти что на некоторых с неба.
Давайте, какие совпадения? Какие совпадения есть? У кого какие совпадения? Недвижимость. Недвижимость, недвижимость, недвижимость. И еще, Айнур, есть ли люди, которые вложили деньги так же, как и ты хотел? А? Кто? Уильям Пост. Получается, машинки. Машинки мы тоже купили. Еще инвестиции. Кто-нибудь из них инвестировал? А? Уже тоже хорошо. Дальше. Бизнес. Мухаммад. Кто-нибудь из них открывал свое дело? А? Нет. Сейчас. У него, получается, нет. Кто-нибудь в других группах открывал какое-нибудь свое дело? Там считается ли телевидение, там шоу какое-то, вроде не считается. Ну, если мы возьмем, что телевидение тоже шоу-бизнес, то можно посчитать. Смотрите, огромное количество денег на них на самом деле свалилось, и одна из самых больших проблем – это не то, что у них появились эти деньги, а то, что как они их, конечно же, потратили. Какие совпадения, мы уже сказали. На самом деле наши доходы очень сильно важны, но важны на самом деле больше наши расходы. Есть такое исследование, которое нам говорит, что если взять все деньги мира, разделить поровну на каждого, то через несколько лет все вернется на круги своя, потому что у нас иногда периодически проблемы с расходами, а не с доходами, как мы обычно думаем. Думаем, что общего между всеми этими людьми? Давайте, закругляемся. Готовим одного ребенка, чтобы он ответил. Ая? Они не умели распределять своими деньгами, и итог оказался одним и тем же это дело. Ага, спасибо. У вас? Они все случайно получили деньги и не умели ими распоряжаться, поэтому остались в долгах. Спасибо большое. У вас? Все эти люди нерационально распределили свои деньги. Да. Не учитывали свои расходы. Ага, спасибо. Ая? Алина? Трое остались банкротами. Ага. А сколько их было? Да, их было трое. Одно из самых важных вещей, чему нас, конечно же, учат эти тексты, это то, что умение контролировать свои расходы. По поводу расходов мы с вами, конечно же, поговорили. Давайте-ка вспомним ваши доходы. Какие у вас доходы есть? Карманные деньги. Карманные деньги. Еще? Подработка летом. Подработка летом. Да, тут у нее огромное количество. Деньги за победу на Олимпиадах. Именно. Мотивационные замечательные деньги. Еще? А есть там? Деньги за день рождения. Да, деньги за дни рождения и все остальное. Да, это замечательные подарки от бабушков и тому подобное. На самом деле у вас есть доходы, и в большинстве случаев давайте-ка вспомним, а куда вы эти деньги потратили? Ая? Айсулу? Новый телефон. Купила новый телефон. А меня? Новый компьютер. Новый компьютер. Энджи? Я коплю. Копишь? Молодец. Ая? Рузеля? Новые беспроводные наушники. Наушники. Милюша? Коплю. Получается... Сейчас, простите. Смотрим на замечательного Ахмеда Хусаинова. Ахмед Хусаинов. И как же он? Ахмед Хусаинов.
Ахмед Хусаинов, получается, предприниматель из Оренбурга. И как же он не тратил свои замечательные деньги? Если у вас с ним совпадение, да, в большинстве случаев у нас происходит так, что мы именно. Когда у нас появляются деньги, в большинстве случаев мы их, конечно же, тратим или на сласти, игрушку, или одежду. Ахмед Хусаинов, он не такой. Ну давайте для начала поймем, а кто же такой Ахмед Хусаинов? Ахмед Хусаинов для меня почему я именно к нему пришел, я уже говорил, это о том, что я сначала такой, дети, познакомьтесь, это Уоррен Баффет, это Ингвар Кампрад, и это Билл Гейтс и тому подобные замечательные люди. Он, с одной стороны, даже круче них, потому что он сделал великолепное. Ахмед Хусаинов. Ахмед Хусаинов — это человек, который создал медресе Хусания. Посмотрите на этих прекрасных людей, посмотрите на этот список. Это маленькая доля людей, которые сказали бы спасибо Ахмеду Хусаинову. Да, это маленький тест такой. Я надеюсь, вы тут узнаете почти что всех, да? Хотя бы минимум 5. Это те люди, которым гордится Татарстан. Просто-напросто полностью Татарстан. Дальше. Это была мечеть и медресе Хусания. И вот получается вторая медресе у нас. Ахмед Хусаинов уже, когда закончил с бизнесом, вернее, отошел от дела на сторону, переехал в Казань и спонсировал, например, уже вторую медресе, это Мухаммадия. Надеюсь, вы тоже знаете всех этих людей. Самое веселое это то, что он выделял огромное количество денег именно на обучение, на развитие образования среди татарского и мусульманского населения. Он создал огромное количество медресе, как для мужского населения, так и для женского населения. Самое веселое это его завещание. Получается, по завещанию он оставил больше 1 миллиона рублей по тем деньгам. Чтобы вы понимали, 1 рубль равен 1000 современных рублей. И самое интересное, 500 тысяч он оставил на благотворительность и благотворительность в сфере образования. Это получается, когда я только детям. Да, тут у нас урок, с одной стороны, для детей, но через них и вам, да. Я им, когда во время урока объясняю, человек просто с нуля создает альтернативную систему образования в Республике Татарстан и обеспечивает ее, он оставляет ее жизнеспособной, что немаловажно, даже после своей смерти. Если я могу заблуждаться, если не ошибаюсь, умрет он в 1906, до революции все его начинания будут работать. Все люди, которых мы только что посмотрели, они работали, они приносили огромное количество пользы для своей республики и для нашего мира. Дальше. Ахмед Хусаинов. Как же он так смог? Как человек? Кстати, по уровню образования. Уровень образования Ахмеда Хусаинова: закончил 5 классов, читать, писать не умел. И он, кстати, говорил о том, что если бы я еще и читать, писать умел, и чуть-чуть был бы более образованным, я бы заработал еще как можно больше денег. Давайте переворачиваем свои замечательные страницы и ищем, как же наш замечательный Ахмед Хусаинов смог. Советы от замечательного Ахмеда Хусаинова. Какие советы вы бы дали, например, мне от Ахмеда Хусаинова? Булдума. Итак, строились. Ислам, какие советы? Не тратить деньги на всякую ерунду. Не тратить деньги на всякую ерунду. У вас есть такой совет? У вас?
У вас? Первый совет, получается, поняли мы все. Не тратить деньги на всякую ерунду. Например, на чем экономил замечательный Ахмед Хусаинов? На одежде. Получается, на тех вещах, где он мог реально сэкономить. Второй совет. Второй совет у вас какой? То, что надо копить даже копейки, то есть даже копейка может, ну, говорят же то, что от капли море собирается, типа такого. Именно. Замечательный Ахмед Хусаинов знал цену деньгам, и он, например, понимал, что шнурок, который стоит только 1 копейку, если он сэкономит на 1 копейке, эти шнурки он закупает в промышленных масштабах и там, 1 000 000 штук в год. И в год он может экономить 1 миллион. И это, конечно же, очень много. У вас, Нинджа? У вас есть что дополнить? Айнур? Несмотря на проблемы идти к своей цели. Рахмат. И у вас есть что-то еще? Чисто заработанные деньги, то есть можно зарабатывать каким-то трудом и тому подобное. Ага, спасибо. Это уже опять перепрыгиваем обратно к учителям. Я уже говорил про Уоррена Баффета. Ахмед Хусаинов экономил очень-очень сильно. Например, та же самая еда, которая если он куда-то ездил, он как в детстве, помните? Мы же все помним, как мы путешествовали с родителями. Это яйцо, это лук, картошка, что-то свое дома, из дома. Ахмед Хусаинов так и делал. Он был миллиардером того периода и просто реально открывал свой кулек, ел и все. В ресторанах он не обедал. Дальше. Он передвигался какой у него класс? Четвертый класс, получается, поездов. Это, чтобы вы понимали, Ахмед Хусаинов это... Настолько волнуюсь, что я Илона Маска забыл. Илон Маск, у него есть джет, и он такой, нет, я буду ездить максимально, очень-очень максимально. Я буду ездить с крестьянами. Это миллиардер, который передвигался просто-напросто 4 классом. Это 4. Это получается его бизнес. У него даже бизнес-джета не было. Он даже насчет этого не думал. Он такой, сяду к простому населению, доеду из точки А в точку Б. Это Ахмед Хусаинов. Дальше. Давайте. Когда мы говорим экономия, но мы должны понимать, что на некоторые вещи мы, конечно же, деньги жалеть не должны. Замечательные девятиклассники. На что? А на что мы все-таки деньги жалеть не должны? Мы поняли, что Ахмед Хусаинов экономил на вещах, которые, с одной стороны, придают удобства и добавляют роскоши, но на некоторых вещах он тоже не экономил. Здоровье. Здоровье, да. Одно из самых важных вещей, здоровье, проще сберечь, нежели потом возвратить. Еще? Благотворительность. Как мы поняли, тот же самый Ахмед Хусаинов, конечно же, был очень большим благотворителем. Ясмина? Семья. Алися? Возможно, на свое будущее. Нельзя экономить деньги на то, что может в будущем тебе помочь. Например? Образование. Именно. Получается, именно на этих вещах, конечно же, то, что вы сказали, там сказали почти что все, экономить, конечно же, не стоит. Дальше. Я бы хотел вам показать замечательные хитрые завещания Ахмеда Хусаинова. Он оставил реально очень хитрые завещания. Я надеюсь, вы поймете. Кто понял, что нужно было сделать? Венерная
Ну, поняла. Давайте. Исключаем учителей, и получается, когда у нас есть математические задачи, мы всегда идем к исламу, да, к замечательному нашему олимпиаднику. А и ислам, что нужно будет сделать? На что? Количество дней, сколько он помнит? Получается, с одной стороны, максимально хитрое завещание у человека, такое с надеждой, что Бог ему даст еще больше дней. Ну, с одной стороны, дал. Спасибо вам большое за урок, девятиклассники. Вы сейчас можете пройти на следующий.